Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии через несколько минут будет доктор экономических наук Владислав Иноземцев. А на связи из Силиконовой долины, как я понимаю, в Соединенных Штатах, будет депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Напомню, что Илья Пономарев в конце марта оказался в центре внимания прессы и правоохранительных органах в России, поскольку прокуратура вышла в Госдуму с постановлением, с предложением о том, чтобы лишить его депутатской неприкосновенности в связи, как я сейчас понимаю, с делом Сколково. Илья, добрый день. Вы у нас как, в курсе теперь обстоятельств возбужденного против вас уголовного дела? Приветствую. Я, к сожалению, только питаюсь сообщениями СМИ с точки зрения того, что именно написала прокуратура в Государственную Думу, потому что в полном соответствии с российскими традициями мне их никто не показывает. И, соответственно, реагировать на юридический текст у меня пока возможности нет. Ну, тот текст, который появился практически полностью вот этого представления в прессе, я так понимаю, вы видели, вот это отправленный генеральным прокурором Юрием Чайкой Сергею Нарышкину, там упоминается уголовное дело господина Бельтюкова, фонд Сколково, договор и так далее. В общем, все это, наверное, вы знаете, да? Ну, это я, естественно, знаю. Я при этом знаю, что господин Бельтюков живет тоже в Кремниевой долине, и хотя мы с ним совершенно не общаемся, но у меня с ним большое количество общих знакомых, я знаю, что подписка о невыезде, то есть мера пресечения, которая применялась в его отношении, была снята. Соответственно, сами следователи считали, что дело идет к закрытию. Вы по-прежнему считаете, что добросовестно выполнили порученное вам фондом Сколково вот это чтение лекций или фактически лоббирование вот этого проекта Дмитрия Медведева за рубежом? Естественно, я считаю, что я все свои обязательства выполнил в полном объеме и абсолютно добросовестно. Еще раз скажу, чтобы не было никаких иллюзий, что те деньги, которые поступали, это не были деньги, которые были бы в качестве гонорара или заработной платы. Это были деньги на те или иные расходы, которые связаны с осуществлением этой работы. Как легко увидеть по моей налоговой декларации, я нисколько не обогатился от этого контракта. А если бы еще хоть кого-нибудь были бы сомнения, что я действительно украл деньги в профессиональной среде, то я никогда бы в жизни сейчас бы не находился в Кремниевой долине и не смог бы взаимодействовать с целым рядом ведущих инновационных компаний, которые находятся в Штатах и в Европе. Илья, а вот все-таки этот суд между Сколковым и вами, там, насколько я понимаю, речь шла о том, что вы должны выплатить порядка 3 миллионов рублей, да, по этому контракту? Да, 2,7, да. Ну и как ситуация сейчас с вашим вот этим долгом? Я не очень, правда, понимаю, это долг государству или долг вот этой вот странной организации? Это долг фонду Сколково, который не является государственной организацией. Именно, собственно, поэтому все вот эти там спекуляции, которые идут в прессе, они не имеют никакого отношения к реальности. Действительно был суд. Суд опирался как раз на материалы уголовного дела, потому что фонд Сколково говорил, что они сами-то вообще подписали акт приемки передачи. Они-то вообще сами считали, что все нормально. Им вот следователи говорят, что что-то ненормально. А раз что-то ненормально и наступает ущерб их репутации, то давайте, соответственно, с этим разбираться. Суд первой инстанции встал на мою сторону почти по всем эпизодам этого дела. Вот остался маленький хвостик, он должен был быть отспорен в ходе апелляции, но апелляция в итоге так и не состоялась. Ни в Московском городском суде, ни в Верховном суде это дело по существу не рассматривалось, а только перенаправлялось из одной инстанции в другую. В итоге приставы начали реагировать на основании решения суда первой инстанции, районного суда, Гагаринского суда города Москвы. И на этом основании закрыли мне пересечение государственной границы. Скажите, то есть получается что? Что вот это гражданское дело, по которому с вас взимают деньги, там забрали вашу депутатскую зарплату, оно не окончено?
Ну, оно окончено с точки зрения того, что есть решение суда первой инстанции. Апеллировать на данный момент так и не удалось. Я нахожусь вне территории страны, соответственно, мне это сложно делать, а поскольку у меня забраны, собственно, все деньги, то, соответственно, у меня нет возможности даже адвоката нанять для того, чтобы довести это дело до конца. В итоге у меня арестован полностью зарплатный счет, вопреки лживым утверждениям господина Миронова. Зарплату я в Государственной Думе тем самым не получаю. Она вся уходит на погашение долгов перед фондом Сколково. И, собственно, в мае предполагалось, что этот долг будет полностью погашен. И, соответственно, в мае я собирался вернуться в Россию. Об этом сделал на прошлой неделе несколько громко заявлений. И вот тут же Генеральная прокуратура отреагировала и сказала: не надо, Илья Владимирович, не возвращайся, пожалуйста, дорогой. И как вы дальше будете действовать? Возвращаться или не возвращаться, когда должок выплатите? Ну, говорю еще раз, что на данный момент нету просто юридических возможностей для того, чтобы это сделать, потому что граница закрыта. Что, вас не впустят в Россию? Конечно, не впустят. То есть прямое указание федеральных приставов о закрытии границы. При этом они это почему-то в прессе все время отрицают, говорят, что у нас есть право такое указание отдавать, но типа мы ничего не отдавали. Подождите, ну как можно гражданина России не пустить в Россию? Его не выпустить можно? У нас есть законодательственная норма, которая ограничивает перемещение гражданина через государственную границу. Да, это впрямую противоречит конституционному праву, что нельзя гражданина не впускать в Россию, но в законе меньшего уровня есть, соответственно, такая норма. Понятно, что она писалась для того, чтобы не выпускать, а не для того, чтобы не впускать. Но, по сути, она может применяться в обе стороны. Вот есть господин Ходорковский, в его отношении ровно то же самое все. Понятно. Ну и еще один вопрос. Как вы считаете, это дело в отношении вас политическое? То есть вы наказаны, я не знаю, за что? За Болотную площадь или за голосование против присоединения Крыма таким способом? За что? Какова ваша версия? Ну, вообще изначально Сколковское дело возникло, безусловно, как реакция на Болотную площадь. Это никто не скрывал. Собственно, следователи говорили о том, что вся суть дела Сколково – это попытка доказать, что господин Сурков, используя вот своего агента в оппозиционном движении, направил деньги Сколково для финансирования всех протестов, и что я был главным кассиром всех протестов, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности. Ни утверждение про Суркова, ни про нашу взаимосвязь, ни про финансирование протестов. Потом, когда они поняли, что это доказать не удастся, собственно, к этому делу и охладили. Оно так было в пропагандистском плане, но как дело оно было полностью прекращено. Сейчас про него вспомнили. Вопрос почему? Ну, есть самое простое объяснение, что вот это нежелание, чтобы я хоть каким-то образом вернулся в Россию в мае. Есть и конспирологическое объяснение, которое мне уже рассказал целый ряд людей о том, что вот сейчас, поскольку обострилась борьба вокруг Суркова, то вот, соответственно, ему таким образом и напоминают про это дело. Ну и в завершение, чтобы с вами уж так эту криминальную историю завершить и перейти к более сложным темам. А после убийства Бориса Немцова вы боитесь возвращаться в Россию? Вы за свою жизнь, так сказать, не опасаетесь? Миш, я все, что можно, уже отбоялся. Я когда начал активно заниматься политикой, был 2003 год. Довольно вскоре после того, как я пришел в оппозиционное движение, посадили Ходорковского, который был до того моим непосредственным начальником. Меня постоянно называли то, что я агент ЮКОСа, со всеми вытекающими из этого последствиями для моей, так скажем, экономической жизни и личных доходов. И были нападения на меня скинхедов после контрсаммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Поэтому и угроза физического насилия, и угроза арестов меня порядка 40 раз, наверное, где-то задерживали после разных мероприятий и акций. То есть я уже отбоялся, я просто воспринимаю это как часть своей работы. Избираясь депутатом, я отдавал себе отчет, что, значит, придется нести этот крест до конца.
Спасибо. К нам присоединился Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, профессор. Владислав, ну у вас есть вот видение, зачем сейчас вытащено это сколковское дело? Так сказать, и так ситуация с репутацией России, в общем, прямо скажем, на Западе не очень, а вот тут опять раздувают, так сказать, кампанию против этого модернизационного проекта. Ряд публикаций интересных появился тоже с разоблачениями его, и вот дело Пономарёва опять. Ну, видите, Михаил, я не думаю, что здесь какая-то очень серьезная подводное течение и подводная часть айсберга. Мне кажется, что как только ситуация на экономической поляне, да, экономической сфере стала чуть-чуть более спокойной, чем она была зимой, тут же началось старое сведение счетов и переход к более малозначительным обстоятельствам. Я не думаю, что сведение счетов — это убийство Немцова? Нет, я имею в виду в данном случае по поводу Ильи, что... Ну что, одного убить, другого посадить, третьего там куда-то законопатить, дело выдавить. с Пономарёвым и Сколково — это давнее достаточно дело. К сожалению, даже коллеги Ильи по партии, насколько я понимаю, совершенно не склонны поддерживать его сейчас и голосовать в Думе против лишения его неприкосновенности, но это просто продолжение методичной зачистки оппозиционного поля, которое всегда было свойственно нынешней власти, будет идти дальше. Убийство Немцова — это тоже часть методичной зачистки? Нет, я не думаю так. Я думаю все-таки, что то, что мы видели с Борисом Ефимовичем, это, конечно, в той же мере, в какой это было в свое время с Политковской. Я не думаю, что это санкционированные действия власти, хотя, безусловно, они вызваны и спровоцированы и исполнены людьми, находящимися в этой власти и приближенными к ней. То есть эксцесс исполнителей? Реакция на такой кивок, на фразу какую-нибудь? Скорее всего так, или просто неадекватное понимание целым рядом наших региональных руководителей, в том числе чеченских, того, что хочет великий вождь, и того, что им позволено. Илья, у вас есть какая-то версия, вот глядя издалека на события в Москве, на гибель Немцова? У меня есть версия, да, она довольно серьезно расходится с тем, что обычно публикуется в средствах массовой информации. Я считаю как раз, что вероятность, что именно эти чеченцы были исполнителями, достаточно высока. Но только я считаю, что это не кадыровские чеченцы. Я считаю, что это чеченцы, которые находятся в орбите влияния Главного разведывательного управления Минобороны. Как известно, таких людей на территории Чечни было достаточно много еще со времен Чеченской войны. И мне кажется, что операция по устранению Немцова это является планом силовых структур, очень близких к Путину, вряд ли самого Путина, безусловно, но очень близких к Путину, скорее всего, такого ситуативного альянса ФСБ и ГРУ, которая борется, это условная партия мира, партия войны в Украине, которая борется против условной партии мира. Там же за бюджет, за влияние, за то, чтобы принимались те решения, которые им выгодны. Партия мира обычно ассоциируется с фигурой все того же Владислава Суркова. Кадыров – ближайший друг Владислава Суркова. И я считаю, что Кадыров просто сыграл на опережение, приняв вину на себя, для того, чтобы дать комфортную версию для Путина, что это вот сделали чеченцы, это не они известные отморозки, это никто бы то ни было в властных кругах в Москве. В Кремле, собственно, Путин эту инициативу как раз и оценил, дал, соответственно, орден. Ни одна другая версия награждения Кадырова не объясняет, и ни одна другая версия не объясняет еще одну деталь, что пока товарищи Дадаев и другие были на свободе, они как-то начали делать намеки о том, что да, это были мы, и признаваться. Как только они попали в тюрьму, соответственно, под контроль силовиков, они начали от этих показаний отказываться. Но, вообще говоря, обычно в тюрьме происходит прямо обратный процесс. Когда люди на свободе, они отрицают, а когда они попадают в тюрьму, тогда они начинают
признаваться, попадая под давление. Мы видим, что здесь все наоборот. Это означает, что дело пошло не по тому сценарию, который изначально предполагался организаторами всего этого ужасного убийства. Да, в общем, оригинальная, я бы сказал, версия. Вот. Особенно оригинальна, конечно, оценка фигуры Владислава Суркова. Но вот если говорить о Суркове, скажем, он стоял как раз у проекта Сколково, так сказать, у его основания, был одним из энтузиастов этого дела. Вот сейчас он как раз, по-моему, в конце 2014 года с этого проекта окончательно ушел. Ну что, теперь этому всему конец, как вы думаете, Владислав? Там все, смотрите, сколько вылито сейчас всяких историй про то, что фирмы оттуда уходят, люди оттуда бегут всякие, профессора известные, значит, Запад от этого отвернулся. Потемкинская деревня рушится, и под ней рушится репутация и Пономарева, и Суркова, да и Медведева, наверное. Ну, знаете, я думаю, что Сколково и модернизация по Медведеву, к моему большому сожалению, была изначально большим потемкинским проектом. Я абсолютно не верил никогда в то, что Сколково может состояться как серьезный проект, просто потому что, знаете, сегодня логика развития научного прогресса такова, что для того, чтобы возникли большие научные центры, нужно притяжение критически значимой массы людей. Причем это не обязательно должны быть нобелевские лауреаты, которые уже 20 лет ничего не пишут. Это должны быть люди, которые реально движут вперед науку и технологии, которые имеют мотив объединиться в том или ином месте. Я не думаю, что Москва могла быть таким мотиватором для их объединения на своей территории, с одной стороны. С другой стороны, даже создание в Сколково каких-то новых технологий близко не решала вопрос о их применении и имплементации. То есть модернизация через Сколково в России изначально была невозможна. Что касается того, что к этому проекту охладели, ну, конечно, если мы не видим результата, если, опять-таки, это был проект в хорошем смысле слова единственно международный и такой интернационализирующий, то сегодня в условиях нашего опора на собственные силы, импортозамещения и борьбы со всем миром, я думаю, что актуальность его минимальна. Что касается Суркова, то я думаю, что в последние годы, или там год, он настолько тесно связан с ситуацией на Украине, что тема Сколково давно уже, наверное, не самим забыта. Ну да, собственно, он там одно из действительно таких действующих лиц. Я Илью хочу спросить, ну вот пришли за вами, грубо говоря, а потом что, придут за Сурковым миротворцем, а потом придут за господином Медведевым, тоже про какие-нибудь деньги его спросят, про землю, которую там, как, так сказать, манипулируют, еще про всякие сделки, связанные со Сколковым. Собственно, к Суркову уже пытались прийти тогда, когда это дело только начиналось, и результатом этого было, в частности, отставка Суркова с поста первого вице-премьера. Это явно было только начало, и следующим этапом, безусловно, должны были быть выдвинуты обвинения. Мне предлагали дать показания на Суркова, обещали полный иммунитет в дальнейшем. Соответственно, я, естественно, этого не сделал, и я думаю, что такой план со стороны силовиков, он не похоронен окончательно, и они будут использовать любые возможности, любые споры в элитах для того, чтобы к этому плану вернуться и таки его реализовать. К проекту Сколково в любом случае это отношение не имеет. Я с Владиславом вообще склонен был согласиться, что место для реализации Сколково было выбрано крайне неудачно. Москва – плохое место. Я изначально выступал против выбора этого места. Вы, наверное, Новосибирск лоббировали. Ну, ты совершенно прав. Я лоббировал Новосибирск. В качестве других вариантов назывался Томск. Был еще вариант с Обнинском. В любом случае, одна из точек, которые создавались раньше технопарки, и многие из которых стали успешны. В частности, там Новосибирский технопарк. Он успешен и по существу, и успешен с точки зрения бюджета. Все бюджетные деньги, которые в него были проинвестированы, уже в государственный бюджет вернулись в виде налогов от тех компаний, которые в этом месте оказались созданы. Так вот, я считаю, что в целом, как начинание, оно было абсолютно верным. И была очень положительная история с приходом в Россию Массачусетского технологического института, и был взрыв интереса к высоким технологиям. И, вообще говоря, я считаю, что того, что произошло на Болотной, действительно бы без Сколково, может быть, бы и не было.
потому что очень большой слой вот такой предпринимательской креативной среды был пробужден этим проектом. Вместо того, чтобы уезжать, они оставались в России, они связывали большие надежды на будущее. Многие из них даже не понимая, что это так или иначе государством поддерживается, рука эта Сколково, на чем свет стоит, но тем не менее попадая в среду, которая этим Сколковым в значительной степени поддерживается. И поэтому Путин, собственно, и решил, что этот самый предпринимательский класс, вот этот самый средний класс, этот самый креативный класс, это его персональный враг. И все, что делается сейчас с распространением слухов о закрытии государственной границы, с преследованиями разнообразными и так далее, это не что иное, как война нынешнего Кремля с средним классом, с модернизационным классом. Это попытка заставить его полностью уехать из страны. Владислав, ну вот такая оценка господина Пономарева о том, что идет война со средним классом, а в это время вы пишете такие розовые оптимистические статьи цвета вашего галстука, что не все потеряно, что у России есть масса замечательных возможностей, что там нужно финансы поправить, сократить налоги, снизить какие-то издержки, и, в общем, можно жить... взаимодействие с русским миром, ну, правда, не тот русский мир, который, так сказать, там где-то воюет в Донбассе, но, тем не менее, откуда у вас такой вот шапкозакидательский оптимизм? Михаил, смотрите, во-первых, я все-таки еще раз хочу сказать, что... Я не могу разделить, при всем уважении к Илье, его оптимизм по поводу Сколково и оценку роли этого проекта. Мне кажется, что она... Но ему же жалко, он вложился в это, а его теперь посадить хотят. Я надеюсь, что все будет хорошо, но в любом случае... В Калифорнии все будет хорошо. В Калифорнии все прекрасно. Вот, и Силиконовая долина там хорошая. Я просто к тому, что все-таки я не оценивал бы роль Сколково сколь-либо положительно. И в первую очередь потому, что сам проект модернизации, он начинался, на мой взгляд, я об этом тогда писал, не с того, чего нужно было. Что касается розовых тонов, я бы сказал следующее. Это статья, которая была опубликована в прошлый понедельник в газете РБК, имела очень странный и очень четкий смысл, заложенный в начале. Дело в том, что за 2 недели до этого другой мой большой друг и коллега Сергей Алексашенко, также пребывающий сейчас в Соединенных Штатах, все там будем, надеюсь, да, он высказался, презентовал статью в той же газете, начинавшейся с того, что он хотел поговорить о российских конкурентных преимуществах, и рассказал только о проблемах и недостатках. Вот, холодная, гнусная страна с отвратительным инвестиционным климатом, так, где людей убивают. Вот, приблизительно так. И я, соответственно... А вы решили возразить? Да, я решил возразить. Я не хотел сказать, что у нас нужно поправить только очень немногие вещи, чтобы все было хорошо, но я просто хотел сказать, и остаюсь при этом мнении, что российские экономические проблемы тотально на 100% вызваны безумием существующей государственной власти. Это у вас одна фраза в конце, что элиты нет, способные воплотить ваши идеи. Не, на самом деле это даже не мои идеи, понимаете? Для того, чтобы наша экономика вышла из кризиса и стала активно развиваться, не нужно идей. Да? Вот в некоторых случаях необходима какая-то программа действий, большая серьезная структурная работа. В России сегодня нужно просто меньше мешать, и это и есть огромный потенциал для подъема. Слушайте, ну создан же тренд, понимаете, вот тренд, который задается властью. Она запрещает, и с энтузиазмом снизу все эти вот соратники по партии эсеров, бывшие Ильи Пономарева, и не эсеров, и какие-то Милоновы, и черт знает кто, они, значит, пытаются запретить все, что только возможно, все, что движется и дышит. Это я понимаю. Я же не говорю о том, что у нас будущее нашей экономики рисуется в розовом цвете. Наоборот, идея этой статьи, если ее прочитать внимательно, заключалась только в том, что в России есть множество возможностей для роста, условно говоря, надо сбросить балласт с воздушного шара, и он полетит очень быстро. Вот, собственно, балласт это кто персонально? Балласт это... Путин с Медведевым. Слушайте, на самом деле мне, я не знаю, как, может быть, Илья, если включится в наш разговор снова, выскажет иную точку зрения, но я бы сказал,
хотя это очень непопулярно сегодня, что я бы никогда не ставил Дмитрия Анатольевича на одну доску с Владимиром Владимировичем. Как бы ни говорили мы о том, что это тандем, единая система, единая партия, однозначно абсолютно один и тот же курс, все-таки Дмитрий Анатольевич был человеком совершенно современной формации, который... Был или остается? Пока его не слышно. В те годы, когда он возглавлял страну, когда он был президентом, формально, неважно. В это время я уверен, что это был человек, который реально мог бы стать нормальным современным лидером, который, собственно говоря, был нужен России. России не нужен сильный лидер. Те годы, когда этот сильный лидер появляется, заканчиваются колоссальными трагедиями. Дмитрий Анатольевич в этом отношении был, на мой взгляд, очень большим шансом. И мне кажется, что одной из больших проблем нашего либерального истеблишмента было то, что они относились к нему и в значительной мере с иронией, и в конце концов получили то, что они получили. И в этом отношении это Они в этом не виноваты, они не принимали решений. Вы знаете, мы не знаем, как принимались решения, и мы не знаем, какие они могли бы быть, если бы у Дмитрия Анатольевича было бы, очевидно, больше понимания его собственной поддержки. Потому что, когда тебя смеются с одной стороны и поджимают с другой стороны, я думаю, что вариант какого-то движения несанкционированного был минимален. Хотя он мог бы быть, если бы ситуация была другой. Ну да, вот вы так наговорите, и за ним точно придут. Вслед за... Слушайте, вот, это непредсказуемые последствия, непредумышленные. Илья, так что, может быть, Россия упустила свой шанс с Дмитрием Медведевым? Вот, зря над ним смеялись, называли там айфончиком, еще как-то так обидно. А надо было сплотиться вокруг прогрессивного, молодого относительно лидера. Вот, и, глядишь, Путин не посмел бы совершить эту ужасную рокировочку, и не было бы ни Крыма захвата, ни войны в Украине, ни всего ужаса, который мы видим, вплоть до толп каких-то, в кавычках, православных, которые беснуются, чтобы запретить оперу «Тангейзер». Ну, Михаил, я думаю, что шанс упустила и страна, и Дмитрий Анатольевич. И Дмитрий Анатольевич сам сильно виноват в том, что произошло. Он сам не боролся за власть, а власть, как известно, не дают, власть берут. Если она не валяется на улице. Ну, так она в данном случае была для него абсолютно доступна. Он уже был президентом страны. И, это вам кажется. Находясь, в общем, не то чтобы слишком близко, но все равно достаточно недалеко от вот той группы, которая тогда была, я могу сказать, что, конечно, не было даже никаких минимальных попыток эту власть удержать. А я согласен абсолютно с Владиславом и вообще с тем, что он говорил, я согласен практически полностью, что это был большой исторический шанс. Фактически Медведев наглядно доказал, что в стране возможна парламентская республика со слабым президентом и сильным правительством, партийным причем сильным правительством. Я считаю, что это большое достижение, это ровно то, что нужно российской политической системе. Единственное, что вот мне очень задело там твои слова, которые ты сказал, о том, что надо было сплотиться вокруг Медведева. Мне кажется, как раз весь вот пафос правления Медведева заключался как раз в том, что не надо вокруг никого сплачиваться. И то, что российская интеллигенция всегда ищет, как бы вокруг кого-нибудь сплотиться, будь то Путин или Навальный, или Ходорковский, или кто-либо еще, вот это вот основная проблема. Не надо вокруг никого сплачиваться. Сплачиваться надо исключительно вокруг себя, вокруг собственных долгосрочных стратегических интересов. Тогда эта ситуация будет здоровой. А Владиславу насчет его статьи, я опять-таки хочу сказать, я эту статью читал, как и читаю обычно все статьи, которые он публикует, и согласен опять-таки абсолютно со всем, что там написано. Я считаю, что в той статье не хватает одного маленького эпиграфа. Если бы бабушка имела бы определенные вторичные половые признаки, она была бы дедушкой. Подпись Владимир Владимирович Путин. Это бы внятно бы поставило точки над «и» в тех мыслях, которые высказывал господин Иноземцев. Ну, Владислав Иноземцев же в конце написал, что все это абсолютно невозможно, поскольку у России нет ответственной, там, достойной и прочей элиты. Но поэтому я считаю, что эта статья была из разряда научной фантастики, а Владислав, наверное, не считает. Нет, мы же не будем возвращаться и терять время наших слушателей. Я думаю, что эта статья была именно ответом, еще раз повторяю, Сергея Алексашенко
который утверждал, что у России вообще нет никаких перспектив. У России есть перспективы, у нынешнего политического режима их нет. Но я не могу согласиться с мнением господина Иванова о том, что Путин есть Россия, Россия есть Путин. Володин, да, извините, да, классику надо знать, забыл. Но в любом случае, вот эта точка зрения мне глубоко не близка. Поэтому эта статья была о России, а не о Путине. Ну, подождите, а вот 75% россиян теперь после Крыма и войны в Донбассе, они хотят переизбрать Путина президентом. И если он будет жив и здоров, то они это с удовольствием сделают, несмотря на растущие цены, на все, они готовы вот за эту политику платить. То есть Владимир Путин нашел замечательный способ консолидации народа, вот, и решил, собственно, проблему собственную 2012 года, когда, кажется, только 27% хотело его видеть на следующий срок. Да? Михаил, он решил этот вопрос. Опять-таки, еще раз возвращаюсь к... Значит, все это прекраснодушные мечтания о другой политике. Хорошо. Нет, я хотел сказать, что Владимир Владимирович решил для себя этот вопрос. Но он решил его именно в перспективе 2018 года. Я говорил много раз, и Илья это помнит, что, и я повторю это и сейчас, что, на мой взгляд, Владимир Владимирович никогда не уйдет с поста президента Российской Федерации. Ну, или какого-то иного качества высшего лидера в этой стране. То есть, эта креатура, его позиция пожизненна. Я это говорю уже много лет. И остаюсь при этом же мнении. Что касается того, сколько процентов его поддерживает, то моя позиция здесь тоже очень понятна. Что, знаете, были другие тоталитарные режимы, в которых уровень поддержки был еще больше. Да, если мы вспомним там Германию времен 1933-1945 годов, там были все 99%, которые поддерживали режим. Но только после этого немцы каются уже 60 лет за то, что они сделали. Поэтому я не думаю, что у нас будет столь же тяжелая ситуация, но в любом случае я абсолютно убежден, что общий знак, с которым Владимир Владимирович в эту историю, будет отрицательным. А уж каким образом он туда войдет и когда, ну, это вопрос вторичный. Просто вы в своих текстах не говорите о главной проблеме. Главная проблема – это проблема аннексии Крыма и войны. Вот если не решить эту проблему, я много раз говорю об этой проблеме. Но просто, ничего не будет. Смотрите, еще раз хочу сказать. Есть старая фраза, приписанная, по-моему, Абеляру, относительно того, что дай нам Бог изменить то, что мы можем изменить, дай нам Бог смириться с тем, что мы не можем изменить, и отличить первое, и мудрость отличить первое от второго. То где граница? Слушайте, мы не можем на сегодняшний день изменить ту ситуацию, в которой находится страна. Поэтому, на мой взгляд, самое разумное на сегодняшний день, это, как, может, это не будет слишком оптимистично с точки зрения господ там, Каспарова, Липянковского и других их коллег, но так или иначе, на мой взгляд, самое сегодня важное – это создать четкую, понятную программу действий на постпутинский период. Когда этот период наступит, другой вопрос. Эту программу можно адаптировать, менять. Эта программа не должна быть нацелена на свержение, упаси бог, существующего строя, потому что никакие дворцовые перевороты не изменят систему, если она такова, как она есть. Ее может изменить только разочарование. Разочарование не приходит завтра. Очарование приходит быстро. Разочарование – очень долгий процесс. Поэтому я считаю, что сейчас самым разумным было бы действительно заняться пониманием того, что нужно будет делать потом. Это потом можно успеть через 5 лет, через 10, через 15. Но когда-то наступит. Россия и Путин не одно и то же. Ну, понятно. В общем, кто-то в эмиграции будет издавать журнал «Освобождение», там, возможно, как Струве, да, там, журнал «Континент», как Максимов. Илья, вы как настроены? Издавать журнал «Континент» или там «Время и мы», кажется, в Калифорнии в то время издавали, такой был тоже диссидентский журнал. Было такой, но мне кажется, что Владислав сейчас сам себе противоречит. Он говорит, что Путин это навсегда, а в то же самое время говорит, давайте делать программу. Нет, Илья, Путин нет. Это на тот срок, который отпущен ему природой. Я не сказал, что он навсегда, да. Виду, да, пожизненно, да. Пожизненно. Вот. Но я имею в виду, что Путин все-таки, хоть и уже достаточно в возрасте, 62, но современная медицина, кремлевские таблетки, хороший образ жизни, непыльная работенка и так далее может протянуть довольно много. И, честно говоря, заниматься вообще чем бы то ни было, планируя, предполагая, что Путин пробудет весь отведенный ему Богом срок и спокойно скончается в своей постели, ну, тогда есть более интересные вещи, которыми можно заниматься. Я как раз считаю, как раз, что, безусловно, он сам думает, что он никуда уходить не собирается, но его оттуда выгонит история. И этот
поступь истории уже абсолютно слышна. И пролетариат идет. Долго идут разные отряды этой самой истории. И все они идут с очень болезненными предметами. И закончится это достаточно все плохо. И если как раз у действующего президента хватит, я уже не скажу там разума, но там чувства самосохранения, сделать первый шаг самому, это будет лучше. А вот то, с чем я согласен абсолютно, это то, что необходимо действительно видение России после Путина. И, собственно, наличие этого видения, на самом деле, это является главным инструментом перемен. Потому что важнейшим фактором нынешней стабильности является абсолютное непонимание как со стороны элит, кто будет после и в каком режиме будет жить страна после Путина, так и со стороны рядовых граждан. Они понимают, что им предлагает Путин, они понимают, что такое стабильность. Они не хотят попасть в 90-е годы, прежде всего. У них есть этот страх, который постоянно поддерживается средствами массовой информации. Поэтому без позитивной картинки будущего, без картинки позитивных перемен, причем спокойных, да, а не в режиме всеобъемлющей партизанской и гражданской войны, никаких этих самых перемен и не произойдет. Выработка такого видения действительно прямая задача в российской оппозиции. Я очень скептичен, что такое видение может быть разработано внутри страны. Я считаю, что оно может быть разработано только извне, просто потому что оппозиция внутри постоянно занята разнообразными текущими проблемами, очень ревниво относятся друг к другу, и, соответственно, кто бы ни вышел с инициативой разработки подобной программы, она не будет приниматься всеми остальными. Вот из этих самых уехавших людей, которые в основном являются достаточно дееспособными, активными и политически, самое главное, нейтральными, вот там такая картинка может возникнуть, а потом она может быть реэкспортирована в Россию. Знаете, я хотел все-таки, Илья, тогда уточнить. Вот мне кажется, что речь не идет о том, чтобы людей пугать 90-ми годами. Речь идет о том, что людей пугают уже тем, что есть в Донбассе, Майданом, тем, что есть в Луганске. То есть есть совершенно другая картина для того, чтобы запугивать народ. Вот будете плохо себя вести, устроите какой-то там Майдан, захотите сменить власть, вот у вас будет кровь, война, разрушение, градами там ударим, а еще и про ядерное оружие для убедительности вспоминают. Так что мне кажется, что инструмент запугивания вы недооцениваете. Нет, я с тобой, Миш, абсолютно согласен. Более того, я скажу, что мне кажется, что это ошибка, стратегическая ошибка путинской пропаганды. Я очень рад, что они выбрали именно такую смену образа, потому что с 90-ми годами бороться очень сложно, потому что это правда, что был хаос, это правда, что была бедность, это правда, что были колоссальные проблемы, это правда, что Запад не смог добиться никаких позитивных изменений в России, а наоборот втолкнул нас на тропу третьего мира. С этим спорить абсолютно невозможно. А вот то, что в Киеве хунта, это неправда. То, что это мы, кто развязал войну, это правда. Это мы проливаем там кровь и насилие. И как только людям это надоест, а пройдет не очень большое время, чтобы людям это надоело, просто еще пока слишком мало прошло этого самого времени. Я думаю, что еще год требуется для того, чтобы люди начали слышать другие аргументы. Вот тут начнется резкий разрыв реальности и виртуальности, которые транслируются нашими центральными телеканалами. И вот тогда перемены действительно начнутся очень быстро и неотвратимо. Я как экономисту Владиславу хочу задать вопрос. Вот сегодня мы перед тем, как разговаривать, обнаружили, собственно, решение Государственной Думы. Она обсуждала бюджет, сокращение бюджета. Доходы бюджета сокращаются на почти 17%, расходы на 2%. Дефицит покрывается за счет резервного фонда на почти 2 триллиона рублей, даже больше. Ну что, насколько хватит резервов-то у властей, чтобы вот эту дыру затыкать, которая от падения цен на нефть, от санкций, собственно, то, что позволяет режиму держаться на плаву? Да, сейчас мы к этому перейдем. Я просто хотел ответить Илье очень кратко, что мне показалось, что в этом замечательном разговоре, который шел, и в прекрасном
тираде, который я произнес, была одна очень интересная фрейдистская оговорка. Потому что там было, я пытался сказать о программе, которую нужно вырабатывать, имея в виду, что интересно то, что будет после Путина. И я 2 раза повторил, кто будет после Путина. Вот в этом наша большая с ним отличие. Мне не интересно, кто будет после Путина. Мне интересно, что будет после него. А вот те, кто занимается... мне интересно и кто, и что. Ну окей, отлично. Но просто дело в том, что занимаясь тем, кто будет, мы не думаем о том, что будет. Ну как же не думаем? Еще как думаем. Ну посмотрим. Что касается экономики, смотрите, я думаю, что ситуация в экономике гораздо лучше, как ни странно, чем она виделась 2-3 месяца назад. Самые печальные прогнозы, которые давали эксперты, допустим, в декабре на пике девальвации, они сегодня очевидным образом не оправдываются, в том числе и некоторые из моих тоже. Что касается бюджета, безусловно, резервный фонд будет частично использован, но я хочу обратить внимание на то, что резервный фонд сегодня составляет с учетом девальвации порядка 6 триллионов рублей, то есть даже если мы потратим 2 в этом году, я абсолютно убежден в том, что резервов будет более чем достаточно, по крайней мере, до кампании 2016 года в Думу. Поэтому, более того, девальвация дала очень серьезный эффект в том плане, что сегодня нефть стоит приблизительно столько же в рублях, сколько она стоила в рублях же до девальвации. Тем самым выполнять свои обязательства в рублях бюджет вполне может. Ну, люди же понимают, что происходит, многие, да? Слушайте, вот пришел в магазин и увидел ценник. Ну, насколько он вышел? На 20%, да? Нет, уже на 50% по многим позициям. По некоторым. В данном случае, я сейчас не выступаю защитником режима, Михаил, но я просто хочу сказать, что давайте тоже смотреть на вещи объективно и понимать, что на сегодня население должно столкнуться с гораздо большими неприятностями экономическими, чем то, которое она сегодня видит, для того, чтобы выйти на улицы. Слушайте, вот 100 тысяч полицейских увольняют, да, это неприятность, наверное, для них. Везде сокращают зарплаты, увольнения становятся довольно массовым. Даже официальная безработица превысила 1 миллион. Я и пойдет дальше. Знаете, давайте подождем относительно заявления относительно полицейских. Я бы не предложил не воспринимать пока как дословно. Да, есть планы сокращения госслужащих. Но когда господин Собянин реально уволит каждого 3-го чиновника в Москве, то мы тогда соберемся и поговорим снова об этом, как поводе. Понимаете, у нас в России большинство информационных поводов в последнее время – это заявление о том, что есть намерение сделать то-то. Так. Вот я бы не относился к этим поводам как к реальной информации. Давай следить за делами. Вот когда реально 20% московских чиновников выйдут на улицу, мы действительно подумаем о том, может ли это стать причиной для недовольства. Но если у них доходы падают, как им закрыть это все? Слушайте, вам же объяснили. В Государственной Думе принят бюджет, в котором берется 1/4 резервного фонда и перекладывается из кубышки в реальные расходы бюджета. Более того, опять-таки, резервный фонд усилиями выдающегося нашего экономиста господина Кудрина был инвестирован в зарубежные активы, номинированные в долларах. Поэтому он растет и рос в условиях девальвации. В данном случае не надо считать, что ситуация столь безнадежна. Тактика правительства, я об этом говорил много раз, очень понятна. Они хотят продержаться около 2-3 лет. Они верят абсолютно... Так это и Путин сказал. И Путин сказал. 2 года, замечательно. Да? 2 года. Ну, подождите, мы не знаем, что будет через 2 года. Когда нефть была $39 за баррель в сентябре 2009 года, мы были уверены, что режиму конец. И об этом только ленивый не сказал тогда. Вот если посмотреть... Они приняли меры. Вот нет, нет с нами. Они ничего не приняли, но нефть вернулась... А если было бы 80, они бы не реагировали так, некоторые товарищи, которые любят пострелять. Это может быть, да, я не спорю, может быть. И, возможно, если такие реакции будут продолжаться и впредь, скорее эти реакции спровоцируют какие-то непредсказуемые на сегодняшний день явления, чем сама по себе цена на нефть. Я еще раз говорю, я не вижу на сегодняшний день перспектив экономического процесса, который могут вывести людей на улицы, как несправедливость на выборах вывела людей на Болотное. Понимаете, Михаил, вот все-таки еще раз обращу ваше внимание, что мне кажется, что в России существует определенное сильное чувство несправедливости. Если оно персонифицировано и проявляется, украденные выборы, изнасилованные люди в отделах полиции, что-то еще, да, вот против этого есть возможность вывода народа на массовые санкции и демонстрации. Что касается экономики, это всегда будет восприниматься как нечто объективное. Но не Путин виноват, что упала цена на нефть. Это объяснит любой пропагандист Единой России, любому Саратове, любому человеку. А что санкции ввели, Путин не виноват? Конечно. Тоже объяснит? Естественно, объяснит. Это мировая закулиса. Конечно.
враги со всех сторон. Это, вот, знаете, на самом деле, иногда действительно кажется, что чисто с точки зрения электоральной поддержки Путина, лучше бы если санкций не было, а здесь бы стояла очередь западных лидеров, жаждущих приехать на парад Победы. Идеологически, конечно, экономика когда-то рухнет под этим, под влиянием тех же самых санкций, ограничений в технологической сфере, но это будет не скоро. Как минимум, для этого должно пройти 2-3 года. Европейцы не прочны в своей приверженности санкциям. Это совершенно очевидно для любого человека, кто там бывает. Поэтому я думаю, что исход этого довольно драматического процесса не предопределен. Ну, Крым-то они все равно не признают. Это правда. Ну вот. Я к Илье Пономареву опять обращусь. Илья, ну вот прозвучало тут про чувство несправедливости, да, а как раз на этом чувстве обычно и возникают всякие такие левые, социалистические, коммунистические и прочие движения. Вы же к этому лагерю принадлежите. Вам не кажется, что Путин выбил из-под вас, из-под вашего политического сектора вот эту почву, да? Он это чувство несправедливости направил туда, в Донбасс, в Украину, в желание защитить так называемый русский мир, страдающих русских, которые мучают, как нам рассказывают, какой-нибудь там правый сектор и другие страшные злодеи. И вы теперь остались, так сказать, может, с красным флагом, но очень безоружными. Ну, Путин за время своего правления постарался собрать в свою корзинку абсолютно все политические и экономические идеи, которые есть в стране. Он, собственно, был маяком неолиберальных реформ. Вся его политика в экономической сфере является классической, неолиберально-фундаменталистской, радикально неолиберальной по своей природе. В своей в то же самое время риторике он все время говорит про справедливость, про защиту бедных. Вот сейчас еще подобрал и вот эту империалистическую повестку тоже. То есть, по большому счету, все три главных отряда российской оппозиции, ее неолиберальный отряд, ее империалистический национал-патриотический отряд и ее левый отряд, да, расколотые, в них есть как сторонники Путина, так и его противники. Но я абсолютно тоже соглашусь еще раз с Владиславом, что экономика создает отличный фон. Но она никогда сама по себе не является причиной выхода людей на улицу. Поэтому я все время об этом спорю с некоторыми моими коллегами по левому флангу, которые говорят, ну вот цены еще чуть-чуть подрастут, и вот тогда точно выйдут. Мне кажется, что эта риторика, она очень сродни риторике отдельных правых, которые говорят, что ну вот 100 тысяч вышло на Болотную площадь, это недостаточно, но вот когда будет 200, вот тогда режим точно падет. Нет, вот от таких вот небольших сравнительных изменений ничего качественно не меняется. Качественно меняется ситуация, когда люди перестают видеть будущее, когда они начинают говорить уже не важно, кто виноват, важно действительно, что делать. И важно, чтобы ситуация была изменена хоть как-то. И то, что сложности в стране сопряжены, безусловно, с войной в Украине, это, в общем, понимает любая бабушка в любой деревне. Другое дело, что она считает сейчас, что на нас напали, и поэтому приходится терпеть. Это вот проклятые американцы, но вот мы сейчас пояса-то подтянем, то есть не в первый раз мы все равно победим. Когда пройдет 2 года и окажется, что сложности только нарастают, а победа и не пахнет, а ее там просто не может быть, вот тогда точка зрения изменится, и тогда претензии будут носить не экономический, а, безусловно, политический характер. То есть, если вы не в состоянии обеспечить победу в этой самой войне, то идите отсюда. Другое дело, что это питательная среда для прихода скорее не светлых сил, а еще более черных. Тех самых людей, грубо говоря, из Донбасса, которые будут возвращаться в Россию и говорить, что вот нас там предали, вот мы-то были готовы дойти до Киева, мы-то были готовы поставить, выгнать эту самую хунту, про которую вы слышали по Первому каналу российского телевидения, а нам не дали. И вот это опасно по-настоящему. Да, в общем, перспективы-то, мягко говоря, не очень хорошие. Владислав, что вы думаете? Все-таки вот, значит, экономической связи, получается, такой вот нет с политикой, или она все-таки есть?
Вот то, что говорит Илья, например. Ну, в его логике вообще надо стать, может быть, тогда пораженцами. Да? То есть, как Ленин и там участники Циммервальда, часть во время мировой войны, агитировать за поражение собственного правительства. Так? Ну, вы знаете, я не думаю, что здесь нужно за что-то агитировать. Все-таки идут... А потом скажут, они правы были. Да, но идут определенные объективные процессы. Я думаю, что это поражение не заставит себя долго ждать. Оно в конечном счете состоится. И проблема заключается в том, что в отношении места России, ее перспектив тоже нет никакого понимания. То есть, хорошо, да, допустим, знаете, еще раз повторю, что во времена Первой войны и революции в России у тех же самых революционеров российских было определенное представление, что они хотят делать, хотя оно было очень расплывчатым, но все равно оно было. Когда, допустим, шла к концу Вторая мировая война, у европейских держав было понимание того, что делать Германии. На сегодняшний день, представьте себе, мы столкнемся со вторым нашим поражением во Второй холодной войне. Вот сейчас Путин фактически вовлекает страну в новую холодную войну, экономическую. Я не верю в ядерные удары, я не верю в масштабную войну с НАТО, и никогда не будет. Путин не сумасшедший. Совершенно не сумасшедший. Он хороший реалистический политик. Но повышает ставки. Он повышает ставки, когда понимает, что это относительно безопасно. Все-таки цена российской агрессии на Украине достаточно высока, но не запредельна на сегодняшний день. Совершенно не запредельна. Вспомните Саддама Хусейна с Кувейтом, чем закончилось в 90-м году. У Саддама не было бомбы. Согласен, да. Но у нас есть, надо исходить из того, что есть. Поэтому Путин играет, в общем, достаточно нагло, но при этом, по его мнению, адекватно. Так вот, если мы сейчас вступим в эту новую холодную войну, которую, безусловно, проиграем, так же, как проиграли первую, гораздо быстрее в этом случае, что будет дальше? Вот, собственно говоря, я боюсь, что если начнется третья постхолодная война, вот это будет уже действительно большая проблема, потому что все-таки Путин на сегодняшний день, он действительно, здесь Илья прав, открывает дорогу потенциально очень опасным силам. И если нынешняя система дисбалансируется в условиях спада, в условиях серьезных экономических проблем, которые будут как фон, вот дисбаланс этой системы в условиях экономического спада, как это было в Германии в 20-е годы, может быть крайне печальным по своим последствиям. Ну, что ж. Илья, вот хотел бы вас спросить, а вы, как представитель левых сил, последний левый в Государственной Думе, хоть и в эмиграции, вы за поражение режима в холодной войне? Ну, на данный момент этой войны нет. Есть, по-моему, мечты об этой холодной войне в Кремле. И я, безусловно, против того, чтобы эта война была развязана. Я, как левый человек, против любых войн. Я за мир, без аннексий и контрибуций. И это моя принципиальная позиция, которую я транслирую на всех уровнях. Ну, а в Соединенных Штатах, где вы сейчас находитесь, понимают, что они ведут холодную войну? Или это миф, которым работает российская пропаганда? Ну, в Соединенных Штатах люди опять начали узнавать, что на карте есть такая страна Россия. Для многих стало по-настоящему открытием, что есть еще что-то такое под названием Украина, что они раньше никогда не знали. Для них точно совершенно события в нашей части света не являются приоритетом. Для действующей администрации Соединенных Штатов приоритет – это Израиль, это ISIS и Иран, может быть в какой-то степени Северная Корея, но уже очень-очень на горизонте. Россию они только и ждут, как бы кому-нибудь спихнуть. Они считают, что это Евросоюз, который завалил всю эту кашу с евроинтеграцией. Люди сами виноваты, и хорошо бы, чтобы они бы это и расхлебывали. Но европейцы, которые привыкли жить под натовским зонтиком и во всем полагаться во внешней политике на позицию Соединенных Штатов, явно не стремятся эту эстафету брать, ту горячую картофелину в свои руки. Владислав, ну а вы как думаете, значит, что тогда будет вот в этой холодной войне, которая со стороны России есть, а со стороны Запада, похоже, ее нет? Может, все успокоится, боевые действия в Донбассе прекратились, и как-то тихо-тихо все и рассосется? Я думаю, что это очень вероятный сценарий, на самом деле, на сегодняшний день. И сценарий, которому были бы довольны все стороны. Он не решит проблему, но он вполне может стать реальностью на несколько ближайших лет. И я думаю, что план Путина относительно Донбасса в значительной мере заключается в том, чтобы поддерживать
контролируемая нестабильность, управляемая, как это было в свое время с Приднестровьем, с Абхазией, Южной Осетией. Поэтому я думаю, что для Путина это нормальный вариант. Для Запада, если это не будет чревато реальной войной, тоже вполне достойный вариант, потому что не будет ни проблемы вступления Украины в НАТО и ЕС, ни серьезного полномасштабного конфликта с Россией, ничего из того, что они очень боятся. Спасибо. Сегодня с нами в программе «Лицом к событию» был депутат Государственной Думы России Илья Пономарев, и в студии в Москве доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.